давайте, говорит, шеф, давайте вот, бегом заниматься. Вот. Ну и он как бы заинтересовался нами и говорит, давай я вас буду тренировать. А я уже почувствовал, что без бега уже не могу. Это уже все равно, что вот дышать воздухом, кушать. Это больше про результат, здоровье или внутреннее состояние? Сейчас уже точно могу сказать, это, скорее всего, внутреннее состояние. Внутреннее состояние. Человек, влюбившийся в бег, уже без него уже не может. Заранее планирую такие дистанции, которые я уже знаю, что я их осилю. И причем достаточно легко. Конечно, бывает сложно, все это зависит от того, как поспишь, что покушаешь, да. Поэтому, конечно, такое бывает, когда себя надо пересилить. Но это бывает очень редко. И самое главное тут не гоняться самим собой, а чувствовать себя. Свои силы, свои возможности, свою усталость в том числе, да. И вот это своевременно регулировать. Действительно, то есть понимание, получается, процесса, оно приходит именно в процессе, именно с годами, с опытом, да? Стандартная дистанция в день – это 12 километров, потому что у меня из дома до работы ровно 12 километров 210 метров. Была такая, раз водоканал, должно быть связано с водой, вода, снег, лед, поэтому изначально мы придумали, вот, чтобы забег был по протоке или по самой линии. Да? У нас в республике вообще бег развивается последние годы семимильными шагами. А у нас наоборот, очень холодно и тоже кислорода не хватает. Соответственно, я считаю, что вот жители нашего региона, нашей республики, они больше, намного выносливее, чем в других регионах. Точно так же, как и выносливые африканцы. Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Твоя беговая история», где мы говорим про бег. Мы ведущие Таня и Настя, и сегодня у нас в гостях Анатолий Андреевич Кырдягасов. Добрый день. Генеральный директор АО «Водоканал» и президент Федерации легкой атлетики Якутии. В этом эпизоде мы поговорим про путь в беге Анатолия Андреевича, конечно же, про ледовый забег Кубок Водоканала и про дальнейшие планы Федерации легкой атлетики. Здравствуйте, Анатолий Андреевич, спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в гости. Вот. И давайте сначала поговорим про вашу личную беговую карьеру. Как вы пришли в бег и что вас в нем зацепило в самом начале? Что вас вдохновило бегать? Ну, в принципе, я бегать начал, скажем так, совсем поздно. Начал с 19-го года, это получается уже 7 лет только бегаю. Мне было 55 лет. В то время я как бы год работал генеральным директором акционерного общества «Водоканал». Ну и там подружился с Иваном Семафоровичем Игнатьевым, который тоже очень такой спортивный товарищ был. Он, к сожалению, уже его сейчас нет у нас. И вот он меня подтолкнул к тому, чтобы, давайте, говорит, шеф, давайте вот бегом заниматься. Вот. Он сам тоже такой спортивный, занимался национальными видами спорта, там мастарты и т.д. Вот. Ну вот с ним мы сначала по 3 километра бегали, потом решили по 5, вот в парке культуры же 5-километровый же круг. Вот этот бегали, и потом уже встретился, познакомился с Василием Афанасьевичем Спиридоновым. Вот. Ну и он как бы заинтересовался нами и говорит, давай я вас буду тренировать. Мы потренировались, и вот с тех пор он сначала нам давал задания 3 раза в неделю, там по 5 километров, по 7 километров. Ну и потом как-то вот втянулись,
И буквально где-то через месяц, два, три я уже почувствовал, что без бега уже не могу. Это уже все равно, что вот дышать воздухом, кушать. И когда вот достаточно большое количество дней пропускаешь, ну, там, в командировке или еще где-то, да, многие сами просят вот бегать. Поэтому вот так вот началось. И до сих пор уже бегаю. А вот продолжая тему, да, как изменился ваш подход к тренировкам за годы? Вот что было в начале и сейчас, как вы тренируетесь? Ну, вначале, конечно же, было все достаточно, так скажем, банально, просто. Значит, мы старались все время просто быстрее бегать. Каждый раз сами с собой соревновались. Каждый день там мы должны, как бы я думал, что надо свой темп вчерашний, надо в этом году побить. И вот таким вот образом бегали, но когда встретились с Василием Афанасьевичем, конечно же, он уже стал ставить нам дистанции, ну и обязательно там говорит, с каким темпом, с каким пульсом, не быстрее, не медленнее. Там надо уже чувствовать свой ритм, свой темп. Там даже разницу в 5 секунд в скорости надо его чувствовать, учиться чувствовать. Вот. И, конечно же, сейчас я уже по истечению вот этих 7 лет, уже можно сказать, если не все, то практически очень много знаю. То есть сам себе могу поставить. И самое главное тут не гоняться самим собой, а чувствовать себя. Свои силы, свои возможности, свою усталость в том числе, да? И вот это своевременно регулировать. Действительно, то есть понимание, получается, процесса, оно приходит именно в процессе, именно с годами, с опытом, да? Да, и, конечно же, это не только бег, но и еще специальные беговые упражнения, в общем, ОФП, и их правильно надо совмещать. Потому что одним бегом вот очень многие любители, ну, так же, как и я, ошибаются, что вот думают, вот каждый день будут бегать, и результат придет. А если без специальных каких-то упражнений и так далее, приходит, скорее всего, не скорость, а усталость. Согласна. Действительно. А есть ли дистанция и формат, который вы любите больше всего? Любимая дистанция? Ну, я старался все время бегать, ну, в основном у меня стандартная дистанция в день это 12 километров, потому что у меня из дома до работы ровно 12 километров 210 метров. Поэтому, когда пробегаю, вот, ну, условно скажем, посередине дороги остановиться нельзя. Остановишься там, ну или надо пешком идти, а если холодно, то надо уже машину вызывать, да, поэтому это стандартная дистанция, которую я все время пробегаю, и оно для меня уже как бы, ну, привычная дистанция. А так вот участвовать, если там в забегах, ну, конечно же, как все бегуны, в основном стараюсь участвовать в марафонах. Начинал, конечно же, там, с полумарафона, и когда полумарафон уже достаточно хорошо, нормально стал бегать, вот перешел на настоящий марафон. Ну, сейчас уже задумываюсь и на большее. Ну, 50-60 километров бегал тренировочным таким темпом, да. Вот сейчас хотелось бы участвовать уже в забегах. А что для вас сегодня значит бег? Это больше про результат, здоровье или внутреннее состояние? Ну, сейчас уже точно могу сказать, это, скорее всего, внутреннее состояние. Внутреннее состояние. Человек, влюбившийся в бег,
уже без него уже не может. Многие вот мои друзья, знакомые, ну, моих лет, да, мои сверстники, все говорят, ну вот зачем тебе бегать, Андреевич? Зачем тебе бегать? Ты, говорит, колени там и так далее, суставы там портишь. Лучше, говорит, ходьбой занимайся. И я им все время объясняю, я же бегаю в удовольствие. Если я не насилую свой организм, да, если мне становится тяжело, я спокойно перехожу на шаг. И не довожу до такого состояния, чтобы прямо вот из себя выйти, и вот прямо вот доконать, чтобы выйти, ну, добежать до какой-то дистанции. Всегда заранее планирую такие дистанции, которые я уже знаю, что я их осилю. И причем достаточно легко. Конечно, бывает сложно, все это зависит от того, как поспишь, что покушаешь, да. Поэтому, конечно, такое бывает, когда себя надо пересилить. Но это бывает очень редко. И когда бегаешь в свое удовольствие, просто хочется бегать. А как бег повлиял на другие сферы вашей жизни, то есть на работу, на мышление, на дисциплину? Может быть, вы что-то перенесли из бега в управление вашей компанией? Значит, это, во-первых, конечно же, дисциплина. Это график, расписание, там, что кушать, когда кушать, когда просыпаться. Я все время постоянно просыпаюсь где-то в 4:30, вот между вот этим временем. У кого-то это ночь, а для меня это утро, начало дня, да. И уже организм у меня до того привык, что я уже просыпаюсь без всяких будильников, потому что я уже планирую, как пробежать. Значит, и при этом, в особенности зимой, в холода, да, должен каждую детальку продумать. От того, вплоть до того, что вот когда одеваешь носки, и там нет ли там хоть какой-то маленькой там, ну, чего-нибудь, да, которое мешает. Потому что первые там километр, может быть, и даже не почувствуешь, когда начнешь чувствовать там с 5-го, с 10-го километра, это уже будет очень неудобно, это надо будет останавливаться, это надо будет разуваться, и причем в холоде, да, поэтому вот каждую деталь должен у себя прокрутить, вплоть до того, где какая собака есть, потому что для бегунов собаки это, Угроза. да, в общем, они, поэтому с собаками всегда надо знакомиться, на них не надо кричать и так далее. И они привыкают, уже когда видят каждый день. Да? Потом, где какие, значит, магазины 24 часа, где какие заправки, в случае чего, если можно до туда добежать, дойти и отогреться, там, вызвать машины и так далее. То есть вот эти все детали надо очень хорошо обдумать. То есть это, конечно же, да, и вот оно потом трансформируется и на повседневную работу, отношение к работе, внимательность. Ну и все планировать так, чтобы там не было никаких таких больших вопросов. Действительно. Просто вот мы спросили про управление компанией, потому что сейчас бег он стал как часть корпоративной культуры. То есть во многих крупных компаниях, и не только крупных, даже там, малых каких-то бизнесах, да, руководители стараются создавать, например, какие-то скидки в тренажерный зал для своих, получается, коллег, да, для своих сотрудников. И во многих крупных компаниях появляются беговые клубы, да. Расскажите, пожалуйста, вот эта стратегия, она вот именно
на опыте водоканала, вот как появился беговой клуб, вот как вы решили открыть и как это помогает вам вот в процессе работы, может быть, именно вашим сотрудникам? Да, мы первый раз забег сделали в 2019 году. Значит, это было вокруг озера Талая. Вот 3 круга, ну это дистанция совсем такая небольшая, чуть более 2 километров. И участников было, значит, где-то около 80. Это было чисто для работников водоканала. Я сразу сказал нашим руководителям подразделений никого не принуждать, никого не понукать. Самое главное, чтобы как бы с желанием вышли и побегали. Я посмотрел, что вот, есть такое желание у многих наших работников. Ну, не секрет, что у нас где-то процентов 70 это рабочий коллектив, они движутся, шевелятся, постоянно там в течение дня работают, а вот и остальное, вот 30% это сидячая работа, это контора, да, это экономисты, финансисты, бухгалтера, там, инженера. И для них мы сначала организовали, ну, ничего нового мы не стали придумывать, это вот, допустим, 15-минутные зарядки там, в 11 часов, там, в 4 часа. Вот. Ну и потом вот создали беговой клуб водоканала, клуб любителей бега водоканал. И потом уже в 2020 году уже на акватории реки Лена, значит, первый такой хороший масштабный забег был, где участие приняли где-то около 200 человек. 200 человек. Ну вот, а в этом году у нас уже приняли 600 только слотов, и еще бегали без слотов, бегали, да? Где-то, скажем так, 600 человек уже бегали. И то у нас за 10 дней, мы только вот в начале февраля стартовали, продажу слотов объявили, открыли, да? И за 10 дней все было уже укуплено. Мы планировали, что с 1 марта поднимем слот до 2500, а у нас с 1 февраля 2000 было, и все это скупили. И это здорово. Ну, конечно же, за последние годы бегать стало очень много. Я, допустим, когда первые годы до работы бегал, ну, встречал бегунов там, ну, не более 5-6, может быть, из-за того, что слишком рано было, да? Ну, а сейчас вот встречаю, ну, более сотни точно встречаю бегунов. Поэтому бегунов стало очень много, и это здорово. И это, да, и потом беговых клубов стало очень много, командных от предприятий команд стало очень много. Вот, поэтому все это, конечно же, повлияло в том числе и на работников водоканала, и на работу водоканала, соответственно. А что оказалось самым сложным в первые годы организации забега? Ну, мы как бы двигались по наитию. Значит, ну, конечно же, сложности были в подборе, значит, самого слота, состава слота. Когда мы начали все время, вот первые все время были у нас футболки, и потом мы поняли, что одни футболки, они как бы, ну, когда у человека одно и то же, там, водоканал, там, каждый год одно и то же, оно копится и, ну, как бы оно становится совсем ненужной вещью. Это первое, поэтому мы стали, во-первых,
обдумывать, как каждый год там что-то новое там добавлять в экипировке там и так далее, да. Значит, по медалям у нас по большому счету проблем не было. Мы объявляли конкурсы по эскизу медалей, и выигравший конкурс эскиз мы заказывали. Сейчас, в принципе, тут особых вопросов нет. По трассировке, по организации тоже, ну, так как все-таки водоканал является достаточно большим предприятием, где есть достаточно техники, да, ну, это как бы работа для нас побочная, она как бы проходя все делалось. Поэтому особых таких вопросов не было. Ну, скорее всего, вопросы были в продвижении самой. То есть мало кто знал, поэтому сначала 200 человек, потом 250. Вот так вот добавлялось, и в этом году уже, вот в прошлом году мы 500 слотов продали, не хватало, в этом году 600 сделали. Но в следующем году подумываем уже, наверное, и до 1000 будет. И участвуют с очень многих районов, приезжают, ну и из регионов России тоже. Потому что изюминка водоканала, вот именно Кубок водоканала, это акватория 202-203 микрорайона. То есть проводится на реке Лена, грубо на протоке реки Лена. Да, и тем самым это же изюминка, это интересно. Да. Ну да, задумка была такая, раз водоканал должно быть связано с водой, вода, снег, лед, поэтому изначально мы придумали, вот, чтобы забег был по протоке или по самой линии, да. Удобство в чем? В том, что не надо перекрывать дороги, улицы, да. Не надо придумывать там время, там, чтобы ночью бегать, чтобы меньше машин и так было, да. Просто мы выбираем дату, ближайшую дату, день рождения водоканала, а день рождения водоканала это 27 марта, то есть до субботы или после субботы. Вот так вот мы выбираем, чистим трассу и все так вот. А в этом году непредвиденные обстоятельства были, да? Наледь, ну, на трассе, по-моему, зашло. Это не только в этом году, это было и в прошлом году было. Это нам помогают, так сказать, наши рыбачки. Это вот они пробуривают, и там выступает вода. Поэтому, ну, мы как бы на них не сердимся. Ну, вы, получается, готовы к таким форс-мажорам. Да, в этом году, конечно, прямо перед забегом буквально вот все обход сделали. За день, да. Вот мы с Таней в этом году впервые участвовали на Кубке водоканала. И прям были очень удивлены, как я говорила ранее, да, именно высоким уровнем организации, начиная с выдачи стартового пакета, именно соотношение цены, качества, шикарный рюкзак там с 4 секциями, шапка вот именно с флисом внутри, да, баф зимний прям хороший. Да, и все это именно с лейблом, да, с логотипом компании, да. Вот. И сама организация была интересная в плане того, что все было удобно, все было для бегунов. Можно было прийти, там была и мужская, и женская раздевалки. После забега можно было выпить чай, да, там, гречку. Да, Гречка была очень вкусная. Да, и развлекательная программа хорошая была. Все было очень
Завтра, 28 марта, у нас пройдет в городе, в Якутске, ледовый пробег Кубок Водоканала. Он проводится уже, если я не ошибаюсь, 7-й раз. И вообще очень популярное мероприятие, оказывается. И многие там участвуют. То есть каждый год. Я в этом году решила, что буду участвовать. Взяла дистанцию 9 километров. Там было 3 километра, 9 километров и половинка, 21,1. Стартовый пакет покажу. Вот такой офигенно качественный рюкзак, во-первых. Тут еще есть отдел для кроссовок, это круто. И он очень большой, очень плотный. Потом внутри у нас шапка, ледовый забег. Очень тоже качественная, очень такая плотненькая. Потом баф, тоже вот с логотипами со всеми, тоже очень теплый, качественный. Он скорее на зиму, наверное. Сейчас в нем будет жарко. И бутылочка вот такая, я уже пользуюсь ей. Бутылки нам всегда нужны. Вот такой у меня стартовый номер. Мне, кстати, всегда попадаются неинтересные стартовые номера. Не то, чтобы у меня было много забегов, всего 2. Во-первых, это мой первый забег, который я бегу в составе типа бегового клуба. И это очень круто. Ну, мы учимся. Мы сами тоже перед тем, как забег делать, конечно же, уже в декабре, уже в ноябре создаем оргкомитет. И в основном это те люди, которые занимались бегом. Мы в основном тоже бегаем и в Питере, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Я, допустим, практически очень многие большие города везде был. И поэтому там мы не только бегаем, еще и следим, смотрим, как идет организация, да, и изучаем. И, конечно же, если там какие-то ошибки есть, то чтобы этих ошибок у нас здесь не было. И в этом году, конечно, я выслушал столько много благодарности от бегунов, что вот вообще они в сравнении с другими регионами, другими городами говорят, вот такой организации мало где увидишь, что нет такого. Особенно это когда весна, почти зима у нас. Очень, мне кажется, сложнее организовать такой вот забег. Летом-то там стоишь. То есть там действительно, да, очень большая техническая должна быть поддержка, да, вот это тепловые пушки, эти палатки, да, вот это все, конечно. Чтобы никто не замерз, вот это самое важное. В Самурской области, вот с Иркутского приезжали и говорили, что у них вот такого забега, такого уровня у них забега нет. Вот это очень приятно же на самом деле, да? Конечно, вот для вас, конечно. для компании, для водоканала. А как вы видите развитие забега в будущем? Ну, у нас в республике вообще бег развивается последние годы семимильными шагами. И это очень здорово. Если первые годы, ну, условно скажем, в начале 20-х годов, там, в 10-х годах, как таковых беговых клубов практически не было. Может быть, 1-2 были, потом 3-4 появились. Сейчас уже я даже не знаю, сколько беговых клубов, но несколько десятков это точно. И что очень хорошо, беговые клубы появляются в районах наших, в Лусах. И это очень здорово. И у нас в республике, конечно же, бег будет очень сильно развиваться. У нас идет бум, и этот бум, я думаю, до самой высоты еще не дошел. И тут, как бы сказать, у меня есть, ну не только у меня есть такая, скажем, теоретическая предпосылка. Вот когда мы видим мировых лидеров на длинных дистанциях, да, это в основном африканцы. Да, кенийцы, эфиопы, из таких жарких стран, где очень жарко, очень тяжело, кислорода не хватает, да? А у нас наоборот, очень холодно и тоже кислорода не хватает. Соответственно,
Я считаю, что вот жители нашего региона, нашей республики, они больше, намного выносливее, чем в других регионах. Точно так же, как и выносливые африканцы. И, соответственно, у нас, вот, в особенности вот последние 4 года, 4-5 лет, вот, мы когда смотрим чемпионаты России, да, по длинным дистанциям, там в основном наша команда не спускается ниже 3-го места. Это начиная от марафона, 100 километров, суточный забег и разные трейловые забеги. И там постоянно наши бегуны занимают там призовые места, первые места и так далее. Да? И если раньше, вот в советское время, в прошлом веке, в борьбе, да, в вольной борьбе, вес 48 считался якутским весом. Это в Советском Союзе, это все вот 15 республик, да, это огромная территория. То сейчас практически бег на длинные дистанции, ну, 100 километров суточный, уже практически считается якутской дистанцией. Почему? Потому что именно на 100 километров и на суточном забеге последние 3-4 года наша команда постоянно занимает 1-2 место. В других регионах, если они могут поставить команду, еле-еле найти команду, одну команду, да, а она состоит из 2 парней и 1 девушки, да, то мы, вот как Республика Саха, да, можем без никаких проблем поставить 3-4, а то и 5 команд. У нас бегунов вот такого класса уровня, да, от мастеров спорта, международников, за вот последние 3-4 года выросло с десяток человек. Не говоря уж о кандидатах. Вот, поэтому у нас вот, скоро вот будет чемпионат России 1-2 мая по суточному бегу. И там у нас не менее 10 человек будет участвовать. Поэтому у нас вот легкая атлетика, вообще и бег конкретно, да, у нас уже идет очень большой подъем, бум. И это просто у нас отбора много, бегунов очень много. Вот когда я уезжаю на командировку там в разных городах, с собой, конечно же, экипировку беру. Значит, утром, когда выхожу бегать, а там условия такие хорошие, и тепло, и сухо, и как бы воздух такой хороший, да, и беговые дорожки, и там встретишь там 1-2 человек. Тогда как у нас, вот, при наших условиях, тут сотнями людей встречаешь. Поэтому у нас отбор очень хороший идет, есть. И в основном у нас отбор идет из любительской среды. Профессионалов у нас, конечно же, не так много, но все те, которые вот за последние годы стали кандидатами, мастерами спорта, международными мастерами спорта, да, это все выходцы из любительской среды, которые начали бег в 30-40 лет. Имея работу основную, да? Да, имея основную работу. Семью, детей. Да, семью, детей, они находят время в день бегать там по 30, по 40, а то и по 70 километров. А это же время. Да. И вот вы правильно отметили о том, что у нас действительно такие климатические особенности, да, вот есть именно суровые холода зимой, да, минус 40, да, 50 градусов, да, условий беговых, ну вот если честно сказать, в Якутске, да, не так уж, ну прям такие протяженных беговых дорожек не так много на самом деле, да.
Но действительно, когда мы выходим куда-то на пробежку, мы видим очень много бегунов. Я тоже вот когда выхожу у себя на набережной, у меня там вот по вечерам просто sold out. Очень много людей, очень много людей. Вот. И как раз вы сказали про климатические особенности, да, я вспомнила свою знакомую, которая бегала по сопкам вот у нас здесь в Якутске, да, и она тоже как раз говорила вот эту теорию о том, что когда она поехала, она готовилась на Эльбрус, вот, она говорит, что ей там, вот она в составе команды, там, по-моему, была 15-20 человек, и она говорит, что туда дошли там чуть ли не только 5 человек, то есть потому, и я спросила, а как тебе было ну, сложно или как? Она говорит, нет, в принципе, вот зима, она готовилась зимой и поехала туда весной, она говорит, я вообще, мне было так легко, было достаточно тепло, она говорит, я вот была готова, не было никакой горной болезни, она говорит, ну, было довольно комфортно подниматься, а вот люди из других регионов, действительно, России, да, ну вот им было тяжело, они сходили с дистанции из-за холода, из-за горной болезни, да, из-за вот именно отсутствия кислорода, вот этого, да, то есть у нас действительно мы немножко в гипоксии живем, да, как бы именно зимой, да, поэтому за счет этого, вот если мы тренируемся вот в этих условиях, да, то организм, как бы сказать, в условиях гипоксии постоянно, он уже привыкает к этому состоянию, и уже когда бегун выходит на дистанцию, он уже легко справляется с какой-то там дистанцией. И вот... Поэтому те, которые вот на улице бегают всю зиму, более такое удобные как бы ситуации выходят на бег, допустим, условно скажем, в Нижнем Новгороде, да, или в Питере, то там, конечно, практически летают. Я вот тоже зимой бегаю, всю зиму бегала, минус 51 мой рекорд. И я считаю, что у нас вообще есть скилл такой, типа, особенность. Мы умеем не глубоко дышать. Типа, мне кажется, если бы я вдохнула глубоко, как обычно, то у меня бы все там замерзло внутри. Ну, тут, конечно, самое главное, очень хорошая экипировка. Подбор экипировки, подбор одежды. Ну, у нас сейчас достаточно много опытных бегунов, тренеров, которые подскажут, да, как одеться, что делать. Поэтому вот к нам, допустим, на полюс холода, забег полюс холода приезжают из разных регионов, и смотришь на их одежду, конечно же, это, ну, Вы не становится готовы. жалко. Да, люди не Вы не готовы, готовы поэтому все! Я на вас сейчас на всех перед смотрю! тем, как приехать к нам, вот, и испытать себя вот на большие холода, конечно же, заранее надо созвониться, узнать, ну, так и делают многие, да, вот, допустим, у нас вот футболист известный Алексей Смертин приезжал, он же заранее уже с Василием Афанасьевичем разговаривал, что одеть, как одеть там, и, конечно же, он очень достойно даже пробежал. Вот я уже говорила, что я веду блог и показывала свои зимние пробежки, и основная аудитория у меня пришла оттуда. И мне тоже писали человек 5, наверное, вот мы собираемся типа в Аймикон, как, подскажи, как одеть, что одеть. Я такая, вот, круто. Я когда выкладываю свои фотографии, там, как Дед Мороз весь в инее, да, там вообще все удивляются, как так вы живете. А мы не только живем, мы бегаем, еще и радуемся. Да, и трудимся, и достигаем высот, да, именно наши спортсмены. Привычки. То есть мы к этим сложностям привыкаем, и когда приходим в более комфортные условия, нам это даже это. Ну, кстати, бегуны самые очень непривередливые люди. У нас и тротуары плохо убираются, в особенности зимой, да, и приходится бегать по шоссе, по трассе, да, по улицам. Я достаточно часто, ну, не то что пререкаюсь, за мной ездит машина гаишников, да, и там прямо товарищ спортсмен, просим там бегать по тротуару. Я показываю тротуар, весь сугроб, да, как тут бегать. Вот, ну, в общем, так. И вот, допустим, когда встречаешь машину, хорошо, что я еще как бы очень рано выхожу на пробежку, да, там 5:30,
Это когда машин мало. И, как правило, обязательно надо бегать против хода, чтобы следить за машиной. А со спины-то ты не заметишь, как, и вдруг водитель может не заметить. Поэтому надо против хода идти и следить. И я замечу, что вот, в особенности у нас профессионализм водителей видно, вот когда большие грузы, автобусы, они издалека уже видят там, и за 500 метров уже начинают сворачивать в другую полосу. Это здорово. И, конечно же, они сигналят, беспокоятся, а вдруг там человек бежит весь в ине, ничего не видит. Да. Ну, есть, конечно, особенности легковые машины, они проезжают прямо очень близко. Конечно же, это опасно. Во-первых, они в более удобных, комфортных условиях находятся. Поэтому, если есть возможность, они же обязаны, наверное, чуть-чуть все-таки уступить. Пусть, скажем, пешеход, бегун, он не по правилам бегает. Если тротуара нет, то где бегать, во-первых. Во-вторых, если на улице, на дороге находится человек, пешеход, он в любом случае прав по правилам движения. Поэтому любой водитель, в принципе, обязан уступить. И когда скользко, особенности, да, это надо, конечно, всем водителям как бы знать, что уж лучше от бегуна, от пешехода чуть-чуть, хотя бы на метр, на полтора, при возможности, конечно, отъехать чуть-чуть. Ну, есть такие товарищи, которые там прямо сигналят, ругаются, прямо даже пытаются подрезать. Ну, конечно, редко таких. Есть такие. Поэтому бегунам тоже хотел бы сказать, что будьте очень осторожны. Когда бегаете, всегда надо одевать светоотражающую какую-то одежду, какие-то там нарукавники и так далее. Я обычно бегаю, одеваю вот жилетку, которую вот гаишники одевают, зеленая и вот полоской. И когда я без него бегаю, там обычно чуть-чуть, как бы рядом пробегают. А когда его одеваю, вижу, издалека сразу же перестраивается. Вот, а еще мы бы хотели спросить, у вас в городе Якутске есть какие-то любимые маршруты? Вот именно. Любимый маршрут это у меня один. Это от дома до работы, от работы до дома вечером. Если там два раза в день бегать. А в выходные это, конечно же, это любимая для всех бегунов трасса, это Вилюйка. По Вилюйке там очень удобно. Там есть специально выделенная как бы для пешеходов полоса, и очень удобно бегать. Да, сейчас по весне, особенно когда в городе уже невозможно бегать, все туда ездят. Да. Сейчас потеплело, и все длительные, там 20, 30, 50 километров лучше делать там. Я вот первый раз в воскресенье ездила тоже. И столько народу там реально. А мне еще говорят, это еще мало, типа. Мало. Да. С мая, когда там уже совсем тепло будет, там будет очень много народу. И обычно начинают где-то с 7, и вот где там же вышка есть, 16 километр, и вот эта стоянка, она полная бывает. Чуть-чуть опоздаешь, там машину негде ставить. Вот так вот. А планируется же там построить какой-то тамбур для переодевания, да? Вот тамбур собирается вот именно для бегунов, чтобы можно было переодеваться, греться. Вот я что-то такое слышала. Нету в планах такого? Я не в курсе. Мы, значит, сделали беседку «Водоканал» в Хатын-Юрес, где вот где газовый завод наверху. И оттуда можно добежать до Магана, кстати. Там, да, до Магана, там как раз длительные делать очень хорошо. Там, во-первых, воздух
свежий, прямо по лесу. До Магана можно через Маган выйти и по трассе обратно вернуться, но это достаточно. Там собак много на самом деле, да? Да, там собаки есть, конечно, да. Мы там сделали беседку, тренажерные эти сделали полностью, когда человек прибегает после пробежки, ну, чтобы сделать ОФП, там растянуться. Вот. Да, эту беседку я видела, я там была. Там очень любят, значит, и ходоки там есть очень много, и грибники очень любят это место. Там остановиться, чай попить, посидеть. Место притяжения, да, получается, такая. А есть ли у вас мечта, связанная с бегом, которую у вас еще не получилось реализовать? Есть. У меня с 21 года есть мечта, значит, пробежать суточный бег, суточный. И, кстати, у меня самые хорошие результаты были в 21 году. Я марафон пробежал за 3 часа 25 минут. Это как раз в тот год, значит, московский марафон закрыли из-за ковида, да? И поэтому мне пришлось срочно искать там рядом любительский марафон в Подмосковье. И в парковой зоне, под дождем, в грязи я пробежал за 3:25. И, конечно же, если бы московский марафон состоялся бы, я там рассчитывал где-то за 3 часа 10 минут прибежать. Вот. И как раз вот в то время у меня я бегал и 50 километров, и 65 километров. И у меня вот появилась мечта пробежать суточный бег, потому что в мои года уже скорость уже не та. Кандидата мастера спорта я не выполню на 100 километров, а вот на суточном это вполне реально. Там только надо дух терпеть. Вот. И оно у меня, к сожалению, все время отодвигается. Сегодня уже вот 5-й год будет в этом году. Почему? Потому что я сам заболел за это время 3 раза ковидом. И у меня резко спал темп. И вот только вот с конца прошлого года у меня потихонечку начинает подниматься. И уже вот весной в этом году я себя чувствую вполне нормально. Уже практически как в 2021 году у меня темп поднимается. Но, конечно, уже года уже не те. То есть я в то время был на 5 лет моложе. Вот, поэтому если не кандидата мастера спорта, то хотя бы пробежаться, вот, выполнить свою мечту. Узнать, сколько километров я могу пробежать в сутки. Поэтому в этом году осенью на Кубке России постараюсь пробежать. Но тут самое главное условие — это, конечно же, здоровье. Ну, а все остальное, наверное, есть. А вот расскажите, пожалуйста, а какой вот вход именно на КМС и мастер спорта вот именно в суточном беге, именно в вашей категории возрастной? Или там по возрастным категориям нет? Нет, там возрастных категорий нет. Это одна категория. Там нет ветеранских и так далее, да? Единственное, там должен быть не менее 2-го разряда. 2-й спортивный разряд по бегу у меня есть. 2-й спортивный разряд. Вот, как раз вот по марафону у меня и есть. А там как раз и это условие и нужно, да? То есть иметь именно пробежать 2-й марафон разряд. и пробежать на 2-й разряд, да? Там в какое-то время уложиться. Да, 2-й спортивный разряд должен быть, у меня есть. Ну и, конечно же, справка о здоровье обязательно, конечно. Очень достойная мечта. Успехов вам. Успехов вам, да. Спасибо.
И последний вопрос у нас на сегодня. Какой совет вы бы могли дать людям, которые только начинают свой путь в беге? Ну, если взять по своему опыту, во-первых, конечно же, это внутреннее желание, само собой, и потерпеть первые 3 месяца. Если 3 месяца безостановочно, ну скажем, хотя бы по 3 раза в день вы будете бегать каждую неделю вот, в течение 3, то бег станет для вас уже необходимым атрибутом, удовольствием, точно таким же, как вот кушать, дышать, ходить. И уже тогда потом уже можно по желанию поставить цели, задачи или просто пробежаться там по разным марафонам, по разным городам, да. Кстати, с очень многими знакомишься. Или ставить себе задачи там, стать перворазрядником, там, кандидатом в мастера спорта. Это уже чуть-чуть другой уровень, да. Там тогда уже надо подыскать себе достаточно хорошего тренера. Вот. А можно и просто так в удовольствие бегать. Кстати, бегуны – это очень позитивные люди. Мы никогда не создаем разных проблем, да, вот когда дорога плохая, там лужи, там снег. Это всего лишь какие-то мелочи. А вот я замечаю, вот когда раньше не бегал, вот, идешь пешком, лужи, стоишь, как бы его обойти и так далее, вот думаешь, еще ругаешься, и тут не откачали, там не откачали. А когда бегаешь, то и по лужам, и вообще даже и это. И всегда, вот я заметил, очень многие бегуны всегда знакомые, незнакомые, проходя друг другу там приветствуют, да, поддерживают друг друга, потому что, ну, мало ли у человека что, да, если человек остановился, там смотришь, там, что, чем-нибудь помочь и так далее. И вот, допустим, силовые виды спорта, вот единоборства, да, допустим, они же заточены на то, чтобы победить друг друга. И они друг другу вряд ли помогут. Они там наоборот, там, ну, понятное дело, это заточенность такая. А в беге, хоть и там тоже кто-то побеждает, но все равно бывает так, что даже останавливаются человека, помогают, чтобы он финишировал. Самое главное, чтобы всем финишировать. Вот. Поэтому занятие бегом, ну, скорее всего, тут тоже есть теоретические выкладки, да, когда очень много воздуха вдыхаешь, оно действует очень позитивно на человека, на нервы человека, успокаивающе. И это на самом деле так и есть. Действительно. Вот, спасибо вам большое, Анатолий Андреевич, Вам что спасибо. сегодня пришли к нам за интересную и познавательную беседу. Вот, я думаю, что зрителям Да, будет очень интересно узнать вашу эту беговую сторону, вашу интересную вторую личность, да, именно. Вот, и мы желаем вам, конечно, успехов в беге, чтобы все ваши задачи, цели были выполнены. Вот. Спасибо. Главное здоровье, и вот остальное все будет, мы думаем. Спасибо. Бегайте, бегайте, еще раз бегайте. Это здорово.